شما بخیر دوستان از ارجمند. این برنامه فوتبال تاجیک است. من سهراب فروخشو هستم که با جمعی همکارانم این برنامه را منظوری شما میگردونیم. 25 مارت منتخب ملی تاجیکستان در دایره بازی‌های انتخابی جام آسیا بازی خود را در شهر دوشنبه با منتخب تیمور شرقی برگزار میکند و آمادگی‌ها روزهای نزدیک به این بازی شروع میشوند و این شام ما یک صحبت داریم با سرمربی منتخب ملی تاجیکستان گیلا شکیلادзе اطراف انا همین موضوع. خوش آمدید گیلا. Салам алейкум. Как долго вас не было в Таджикистане? Не соскучились? Да, соскучился очень. Видеть Душанбе впервые. Потом ребят, болельщиков почувствовать уже, надо войти в ритм. Как отдохнули? Отдохнуть хорошо. Дома всегда приятно, с семьей, в Грузии. Ну, Вы всегда гости, это, друзья, с впечатлениями. И всегда приятно. Потом уже с энергией возвращайся на работу. Ну, я думаю, вы всегда контакт поддерживали с федерацией, с футболистами? Да, всегда было на связи, потому что организация каждый день надо что-то уладить, что-то надо, вопросы, это каждый день. Даже Новый год уже чуть-чуть там отдохнули. А то мы всегда на связи, потому что там молодежные сборные работают, первые сборные, как ребята, как идет. Потому что когда еще наши кандидаты, так сказать, готовятся к чемпионату, как они проходят всю эту подготовку на сборах, кто играет, у кого травма, у кого проблемы, у кого нет проблем. Это всегда это рабочий день, рабочий процесс. И с этой отношением я доволен, что у нас все прошло так-то гладко. Вот мне интересно, а вы сами как форму поддерживаете, вот, когда бываете дома? Ну, я знаю, в Грузии, там в Батуми отличный стадион, отличная база. Вы ходили, наверное, туда, там поддерживать? Да, конечно. Когда стадион видишь, уже чувствуешь, что это уже свое, знаете. И в своем городе, в родине, когда... И стараешься, чтобы ты в мыслях здесь, как там идет, потому что вся моя жизнь это футбольная жизнь, и так-то с семьей уделяю, конечно, внимание, но с мыслями я здесь. А стараюсь, что физически ходить много и поиграть иногда с друзьями, пообщаться, и стараюсь так поддержать, потому что мы, тренера, должны чувствовать этот ритм, футбольный ритм, и должны быть, так сказать, в ритме. А это не мешает отдыха вообще? Когда всегда напряженный, всегда мысли о сборной вообще? Да, ну это такая работа, наша работа. Это жизнь такая. Да, жизнь так получается, спортивная жизнь, но очень трудная, не так уж. Я отключился, но все равно чувствую, что ответственность, большая ответственность. Это инстинктивно не отключается, да? Да, это всегда работает. Сборы когда начинаем? Сборы начинаем 16 марта и ждем футболистов. Вначале будет нас меньше, но потом постепенно прибавляются там 17-го пару игроков, 18-го, уже 18-го вечером уже будем, так сказать, в комплекте. Где будем готовиться? Здесь первую тренировку проведем, как здесь чемпионат идет, Ювентус Академии. И большое спасибо им, что они все готовы принять нас первую тренировку, там проведем. А расширенный состав уже огласили, нет? Да, у нас каждый в начале нового сезона мы обновляем новый состав, так сказать, большой список. Там 55 человек, на одной позиции по 5 человек. Это наш так кредо федерация, и мы договорились, что этот 55 человек всегда лежит на столе, и АФС отправляется этот список. В этом большом списке, так сказать, кто сейчас наиболее подходящей форме и кто заслуживает в этом списке. Из этой большой списка мы уже вызываем там 23, 24, 25, как дома играем, например, меньше на въезде, чтобы травмы и это. Это рабочий процесс, футбольный процесс. Но когда это расширенный список, футболист знает, что он кандидат, еще готовится, если ему не дается шанс, что на следующие сборы или на следующие игры, чтобы он был готов.
Новичков увидим, нет? Новичков, Много так их? сказать, есть. Есть. В основном, я хочу сказать, что сейчас у нас ситуация такая. У нас в легионере сейчас появились много. Например, на этом большом расширенном списке у нас 55 человек, 20 легионеров. Это успех нашей футбола, нашей лиги. Потому что 5 человек в России, например, там в Беларуси, там в Узбекистане, в Иране, в Болгарии. Это хорошо идет этот процесс. 20 человек, кандидат в сборную, которые за границей играют, это наш плюс, большой плюс. Да, это... Но зависит от ситуации, момента, когда у нас игры, кто в какой форме. Да. Чтобы травмы не было, это не было. Но то, что я хочу сейчас в этом сезоне, столько не было легионеров. Это радует. И это заслуга клубов, которых так они подготовили этих футболистов, что они уже могут за границей. Это наше имя. Да, Они представляют нашу страну там. И дают шанс других футболистов, чтобы вырасти и идти на хороший уровень. Потому что легионер, когда в другую страну играет, он представляет нас, и он большой соответствием готовится, например, на тренировку, на игры, перед болельщиком, большой ответственность. Да. И плюс этого открывает здесь дорогу еще новым футболистам. Да, То, что это радует для нас и для тренеров, для тренерского штаба, что выбор есть. Получается больше выбор. Да. Вы были на всех матчах первого круга? Да. Кого-то заметили? Да, ну, в основном те ребята, которые мы знаем, выступали в прошлом году. И, так сказать, что первый тур всегда тяжело, потому что футболисты не в оптимальной форме, стараются показать. И чуть-чуть хотелось бы, они лучше выступили. Но основной костяк, который есть, они здесь находятся. Какой матч вам больше понравился? Больше понравился Вахш Эсхата. В каком плане? Ритм был, интенсивность был, хорошие переходы были, хорошие атаки. Видно было, что тактически более грамотно они относились. И видно было комбинационные игры и завершений. Порадовался. Это было одно из, в это время одно из хороших матчей, я думаю. Проводить сборы именно в Душанбе, это ваша инициатива или так? Как у нас сейчас дома игра, мы Да, сейчас товарищеские игру играем с белорусами и потом Тимором. Раз мы дома, должны, чтобы время не потерять, и тем более легионеры, чтобы легче их сюда. Мы решили с федерацией, что здесь пройти этот сбор. Хорошо. В вашем штабе новый специалист. Расскажите о нем. У нас Леван Хумерики добавился в тренерском штабе. Он очень грузинский известный футболист, как бывший футболист и тренер. И у него хорошие навыки, чтобы он все время в сборной у Грузии работал в молодежных сборных. И у него хороший опыт. И он будет параллельно у нас в первой сборной работать и у 23. И с этого отношения очень хорошая комбинация получилась. Сейчас на вас возложено Ю-23 или уже переходит как-то? Как-то я под моим контролем, это всегда было, потому что наше, так сказать, большинство футболистов У-23 выступали. А сейчас я больше буду на первую сборную так-то концентрироваться. И параллельно У-23 Леван будет с футболистами, так сказать, смотреть, все время общаться с ними. И когда будет возможность уже, чтобы сборы сделать, ну, у нас есть по программе, так пойдет. Потому что отборочный, который уже в сентябре будет, Леван будет возглавлять. А у нас в это время Кафа будет, и ну, мы будем совместно работать. Да. Ну, в общем говоря, он ваш помощник. Он мой помощник, и у нас все время будет контакт
А вы раньше играли, да, с Ливоном? Да, Ливан такой легенда в грузинском футболе, он до сих пор бомбардир, он столько голей забил, что на 10 футболистов хватит, например. Он в Динамо потом играл, в Динамо Тбилиси играл, в Швейцарии, в Арау играл, и хорошо выступал. Он, так сказать, звезда грузинского футбола. Почему именно Беларусь? Ну, они же в Европе играют как-то в европейский стиль, можно же было подобрать какую-нибудь азиатскую команду. Ну, сейчас у нас ситуация такая, что отборочную первую игру открываем с Тимором, и нам нужно было хороший соперник, чтобы начало сезона, все футболисты сейчас начинают, набирают, так сказать, форму, и для нас было бы хорошо, чтобы найти хорошую команду. И спасибо Беларуси, что они согласились. Мы же знаем, Белоруссия исторически хорошая команда, и выступают всегда, и против них играть, это всегда приятно. И, конечно, сейчас Глеб не играет, но... Ну, Глеба нету, но у них есть, я не хочу называть имена, но у них футболисты в Португалии играют, в Бельгии играют, в Венгрии играют, в Польше играют, в Сербии играют. Хорошая команда такая. И тем более у них испанский тренер. Для нас это хороший урок. И главное, у нас хороший игру сыграть с белорусами, но ответственность уже Тимур. Наша цель Тимур. Да. Давайте поговорим о группе. Какая у нас группа, по-вашему? У нас группа серьезная, потому что Филиппины, мы знаем, что они всегда амбициозная команда. У них много зарегистрированных легионеров. Да, очень много. Так сказать, иностранцев, и они усилились. Например, у них футболист, который в Бундеслиге играет. И играет в Японии. И хорошая команда, серьезная команда. И если мы еще чуть-чуть назад по статистике посмотрим, не уж хороший баланс у нас. Но сейчас мы на другом уровне, и они тоже на хорошем, но я считаю, что мы выше уровня. Потому что после финальной части Азии мы уже другая команда. И этот соперник для нас один из, так сказать, главных соперников в этой группе. Еще есть Мальдивы, которые кусачая команда, очень такой серьезная. Если они на хорошем, так сказать, полосе, они будут бороться и биться. Да. Я знаю их хорошо, и я долго там, 2 года почти работал, и этих футболистов хорошо знаю, их менталитет, их подготовку. И еще Тимур, серьезная команда, потому что у них европейская тоже, там колония португальская была, да. И у них есть эта амбиция. И тем более сейчас они почти 2 месяца на сборах. Сидят, начали, и сейчас серьезные игры играют, и 20-го играют с Ливаном, с хорошей командой. А то группа у нас серьезная. Вот после этого вашего хорошего анализа, какие у нас перспективы? Наши планы выхода. Да, это наша цель, которой мы должны выйти из группы и продолжать борьбу уже в финальной стадии. Но это будет нелегко. Да. Это должны понять сперва футболисты, болельщики все, что мы должны эти все игры уважать и подойти к ним максимально готовым. Потому что в отборочных играх простых игр не бывает. Может быть, ты выиграешь, проигрываешь, но простых игр не бывает. Да. Это надо. И думаю, что футболисты это знают. Наши футболисты серьезно должны подойти к этому. Это, например, Беларусь хорошая команда, сильная команда, но Тимур тоже будет первая игра. Тем более открытие сезона, так сказать, первая игра будет серьезная игра. С Филиппинами мы часто играли, чем с другими командами. Да. Ну, Мальдивы вы знаете очень хорошо. Да, мы в прошлом у нас есть, так сказать, мы играли с ним. Вы проиграли? Да. Но Мальдивы это уже в сентябре, в октябре, это другое время. Сейчас мы концентрируемся только на Белоруссию и потом Тимур. А следующее уже в июне очень ответственное, на выход уже прямо играем вторую игру против Филиппинов. И
Это будет, наверное, ключевая игра. Вот вы упоминаете часто Беларусь. Насколько важен этот результат для вас? Это же товарищеская игра. Все-таки Да. люди, футболисты на просмотрах, как говорится, увидят, какой-то там брешь заполнят, кого-то ставить, переставить. Да, вы правильно говорите, правильно отвечаете. Это товарищеская игра. Но на уровне сборной это не так уж просто, потому что один раз дается такие игры, не всегда с европейскими командами. И тем более они идут боевым составом. Я знаю, всех тренер пригласил. Там новых футболистов нету. И они тоже стараются, чтобы сделать результат. А для нас, чтобы мы хорошим соперником сыграли и почувствовали себя хорошим результатом, хорошим игру, уже другой настрой будет против Тимора. Да. Но это много не влияет, но это поможет нам. Я уверен, что это поможет нашей команде. Вообще-то это хорошо, что мы дома с Тимуром, со слабым соперником, конечно, не в обиду, со слабым соперником, чем Филиппины играем дома. Это хорошо или как бы вы хотели вообще? Это когда идет жеребьевка. Ну, это я понимаю, это жеребьевка. Для начала хорошо. Для нас хорошо, потому что в марте мы же начинаем новый сезон. Да. Только успеваем 1-2 игры. Тур начинается только что. И для футболистов войти в форме еще тяжелее, чем, например, в июне они уже в пике находятся, так сказать. И в этом отношении для нас, для тренерских штабов, для федерации это устраивает. То есть с Тимуром играть первым дома это отличное. Да, отличное начало. То, что на вас возлагается Ю-23, это с одной стороны очень хорошо, потому что все ребята под вашим контролем, вы увидите, вы смотрите на них, вы знаете, кто чем дышит, да? Да, это наш рабочий процесс, потому что молодежь всегда что-то не хватает. И иногда они заслуживают играть в первой сборной. И потому это очень хороший пример, что главный тренер, например, сборной не имеет значения Таджикистана, все под контролем. Потому что он может уже рассчитывать на них или нет, это уже решение главного тренера. А так они основные игроки У-23, у которых большая ответственность. Надо выйти еще азиатские игры. Да, конечно. Я понимаю, что вот с каждым соперником можно по-разному играть. С одной, например, там атакующий футбол, немножко оборонительный, где-то вторым номером можно играть, где-то первым номером. Ну, а общая философия какая у нас? У нас как национальная сборная. Да, национальная сборная, как вы заметили, мы стараемся, чтобы сыграть современный футбол. Мы не любим так сидеть. А из чего состоит современный футбол? Люди должны получать удовольствие. Там сидеть, например, автобус поставил, это для меня не футбол. Иногда, может быть, и придется, когда ты в меньшинстве или что-то. Но мы стараемся наш футбол играть. Мы любим атакующий футбол. Когда у нас мяч, мы стараемся обыгрывать. Мы стараемся стенку сыграть. Мы стараемся оббегание сделать и подачу сделать из центра, из фланга. Это наш таджикский футбол, потому что если мы будем вспоминать, как выступали недавно, год назад, например, в Катаре, все это было видно. И против Иордании хорошую игру сыграли, против саудовцев. Это наша игра. Да. Но иногда есть, что соперник не дает. Они тоже знают, что ты это можешь сыграть. Но мы стараемся все время свой футбол сыграть. Конечно, уважаем соперника, но наша цель, чтобы мы играли свой футбол. Если мы будем искать другую, не то не потеряем, не то не получится. А так будем стараться. Почему я задал такой именно вопрос? Потому что я знаю, что вы хороший защитник, а защитник всегда думает об обороне. Да. Ну, защита, это может быть, ты позиционно стоишь, например, в защите. Но ты, когда правильно стоишь, это когда у команды мяч, это уже атакуешь как-то, если правильно стоишь. Потому что когда мяч впереди, и ты стоишь на своем поле, это уже не помогаешь атаку.
Мы все время стараемся, что наша компактность была и в атаке, и в защите. Сейчас такой футбол, что если ты позиционно неправильно стоишь, не атакуешь и не защищаешься. И это стараемся сейчас напомнить, потому что уже мы в прошлые игры играли в ноябре, две товарищеские, сейчас надо еще повторять. И надеюсь, что на этих на 3 тренировки... Капитана заново будем выбирать или... Нет, капитан у нас есть, который... В отличной форме. Да, он наш точно капитан, который лидирует команду, который хороший футболист, и который уважает, и очень уважаем и болельщикам, и со всеми. В этом отношении у нас с капитанами нет проблем. А в некоторых... Он лидер команды. Да. В некоторых командах, в общем, в командах по-разному вот выбирают капитана. У вас как вот этот процесс проходит? Первый, у кого сколько игр в сборной. Клубные это другое. В клубе там много меняется. Там иностранцы, эти, и не хочу, это клубные. А в сборной для меня, у кого больше игр и по расписанию. Там первое, кто много сыграл, Ахтам сейчас, я рассчитываю, что он 100 игр сыграет. За 90 уже. Да. Сыграл. Некоторые специалисты вот считают, что если капитан вратарь, то для них это хорошо, потому что там капитан вратарь стоит, поле увидит, игру увидит, заметит, кто где-то там ошибался или наоборот, и укажет, как все сделать. Отлично. У вас хорошие корни, чтобы стать тренером. Да. Лучше всего видит сзади вратарь. И когда руководит. Но он должен, и если он не капитан, должен руководить командой. Контролировать своих защитников, так сказать, опорников и фланговых футболистов. Это его работа. Когда нет у меня кто как берет или стандарт нет. Но когда в середине, например, или защитник, капитан, это уже ближе, например, к атакующей линии, ближе. Это тоже, так сказать, плюсы. Да, это тоже плюсы. Но исходя в сборную, это у кого больше игр сыграл, и лидер должен быть. Примером должен быть. Да, примером должен быть. Он должен быть вообще-то лидером, да. В общем, начинаем уже с 17-го, да? Да. 16-го первое собираемся, так сказать, местные, а легионеры уже 17-го, 18-го уже в комплекте будут. 20-го играем с белорусами. Так, 4 часа мы играем с белорусами, и для нас каждый болельщик, каждый маленький мальчик, который придет на игру и будет болеть за свою родину, за свою команду, это для нас большая сила, большая поддержка. И очень прошу, чтобы нам надо сейчас эта поддержка. А 25-го тем более. 25-го это более, так сказать, уже это на результат идет, что это 3 очка важнее всего. Да. 3 очка важнее всего. Может быть, там игра не та будет или что-то, но результат важнее. Да. Я думаю, вы уже обратились к болельщикам, болельщики вас услышали, они все придут, конечно, будем болеть все вместе за сборную Таджикистана. Еще раз спасибо, еще раз очень рад, что у нас такое отношение с болельщиками, и мы чувствуем, и всегда, что наши игры проходили здесь или на въезде, мы всегда одна команда. Да. Потому что болельщики... И это главное. Это главное, потому что мы для них играем. Да. Футбол это, чтобы получать удовольствие, и в первую очередь футболисты и болельщики. Отлично. Огромное вам спасибо. Я еще раз скажу, что мы обязательно все придем и будем болеть за сборную Таджикистана. И мы уверены, что у нас все получится. Да. Вместе все получится. Да. Дӯстони азиз арҷманд, як суҳбате доштем бо Гела Шекеладзе, сармураббии мунтахаби миллии Тоҷикистон оид ба футбол. Ва як бори дигар хотиррасон мекунем ки 20 март бозии рафиқона бо Беларус ва 25 март бозии расмӣ дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми Осиё бо Тимори Шарқӣ
منتخب ما را انتظار است و از همه شما دعوت میکنیم که با ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بیایید و منتخب ملی ما را دستگیری کنید. از نام همه شما با گله شکلیت یک بار دیگر اظهار سپاس میکنیم. خوش آمدید دوستان عزیز. در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.